Ток-шоу с Сергеем Макрушиным. Итак, сегодня начинает работу Верховная Рада Украины 9-го созыва. Как мы уже говорили, в новом составе парламента есть крымчане, либо связанные так или иначе с Крымом политики, которые избирались от различных политических сил. Каковы их планы на предстоящую каденцию, над какими законодательными инициативами они намерены работать или, возможно, уже работают. Об этом поговорим на ближайшие полчаса. К нам присоединяется гость нашей студии Алексей Минаков, политолог. Доброе утро. Доброе утро. Но давайте сразу же поговорим с одним из новых депутатов крымских, Ахтемом Чийгозом. Он с нами на связи. Ахтем ага, доброе утро. Доброе утро. Ахтем, ваши планы на вашу депутатскую каденцию, над какими вопросами вы намерены работать в первую очередь? Какие, возможно, законодательные инициативы входят в фокус вашего внимания сейчас? В общем-то, ничего особенно не удивилось, не изменилось. То, чем я занимался все эти годы, в общем-то, находясь и совсем как здесь, в Украине, это вопросы, связанные с Крымом, это вопросы, связанные с вальсообщенными, это вопросы, связанные с лицами, перемещенными по тем или другим обстоятельствам. Это и вопросы касательно Украины, если кто-то думает, что можно печься только о Крыме и не заботиться, и не бороться за ситуацию внутри, здесь на материке, за Украину, за ее место на международных площадках, то можно будет разрешить самую сложную проблему, это деоккупацию Крыма. Если кто-то думает, что без Крыма можно думать о благополучии остальной части Украины, не выиграв войну, улучшить жизненные условия, тарифы, пенсии, зарплаты, высокие показатели в экономике, то, мне кажется, эти люди не с мира, не с той реальности, в которой мы здесь живем. Поэтому я не разделял свое отношение, свою позицию по всем этим вопросам и буду также продолжать отстаивать те позиции, на которых стою и в том числе участвовал в выборах. Ахтем ага, в Верховную Раду Украины прошли крымчане от разных политических сил, и очень часто политические программы этих партий, они во многом расходятся. Но по вашему мнению, вот вы знаете, да, состав, кто из ваших коллег будет работать в Верховной Раде из Крыма, насколько, как вы оцениваете возможность того, что, возможно, какие-то ситуативные объединения, да, для того, чтобы решать какие-то вопросы, связанные с Крымским полуостровом? Да, это очень сложный вопрос, и учитывая ту партийную дисциплину среди народа, в кавычках, да, где, в общем-то, будут добиваться, и мы это видим, реализацию только своего видения и своего понимания, в общем-то, абсолютно пренебрегая и регламентом, и интересами других фракции, которых вроде бы слушают, но потом так как считают нужным, то в такой ситуации мне трудно представить какую-то последовательность поведения, голосования и так далее. Но посмотрим, будем надеяться. Потому что при распределении комитетов, вот вы сейчас о Шуфриче сказали, а когда я прочитал состав комитета, в котором сам причем с таким скандалом оказался, потому что сократили численность и квоту, и должен был из двух крымских татар с европейской солидарности в этом комитете оказаться только один. И только публичное такое освещение, показав, насколько абсурдные подходы, я тоже оказался вместо какого-нибудь там аграрного комитета,
оказался в комитете, в том числе по деоккупации Крыма. Спасибо Так вот, вам. Да, спасибо. Договорите, извините, что я перебил. Да. в составе там оказались лица, которые имеют непосредственное отношение к оккупации Крыма и войны на Востоке. Такие, как Медведчук, такие, как Бойко, такие, как... Ну, в общем, там список достаточно интересный. Я думаю, что вы в ближайшие часы будете иметь возможность его услышать, увидеть. Спасибо, Ахтем Аган. Напоминаю, что с нами на связи был Ахтем Чигос. Хорошего вам рабочего дня в должности народного депутата. Да, это первый рабочий день. Я также напомню, что мы обращались и к представителям партии «Слуга народа» и других политических сил, представители которых прошли в парламент. И мы открыты для комментариев в дальнейшем. Я напомню номер телефона. Если вы слушаете нас в Крыму, звоните по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, для вас номер телефона 044 490 31 18. Кроме того, напомню, что мы ведем свои трансляции в Facebook и на YouTube. Оставляйте свои комментарии там, мы их внимательно почитаем. И если будут какие-то вопросы, на которые мы сможем дать ответы прямо сейчас, мы, конечно же, на них ответим. Я напомню, что гостем нашей студии сегодня является Алексей Минаков, политолог. Алексей, итак, давайте перейдем к разговору с вами. Наконец, ну вот мы услышали, да, что говорит один из народных депутатов от Крыма, бывший политзаключенный Ахтем Чигос. Давайте попробуем спрогнозировать, наверное, да. Вот мы видим, что от Крыма и связаны с Крымом есть политики в Верховной Раде, они принадлежат к различным политическим силам. Есть ли кому в итоге сейчас в Верховной Раде поднимать вопросы, связанные с оккупированными территориями и, в частности, Крымским полуостровом? И насколько продуктивно нынешний состав Верховной Рады, по тем данным, которые мы сейчас имеем, может работать в этом направлении? Ну, давайте так. Количественно представителей крымско-татарского народа мало будет в новой Верховной Раде, и мы понимаем, что та же именно Джапарова так баллотировалась от партии Росмана, которая не попала в Верховную Раду, там, к примеру, там Рафат Чубаров баллотировался от партии Смешка, тоже не попал в Верховную Раду, поэтому количественно их представительство будет маленьким, вот, в том числе, очевидно, по сравнению с предыдущим уже, можно говорить, сегодня созывом, вот, поэтому тут тяжело говорить о каких-то реальных инициативах, тем более, что, как мы понимаем, Крым не вернуть принятием каких-то законопроектов, да и за последние 5 лет каких-то особых отдельных по Крыму законопроектов не было, не считая, ну, безусловно, там базовых, да, это по обеспечению прав и свобод и правового режима на временно оккупированных территориях и по созданию свободной экономической зоны, к которому, кстати, есть вопросы. Поэтому, возможно, лучше бы, чтобы вы не принимали. Вот. Поэтому вот такая ситуация. Но мы видим по опыту работы предыдущего состава парламента, что вокруг темы Крыма могут объединяться депутаты, и депутаты не обязательно связанные с Крымом. Да, мы помним, что было создано межфракционное объединение Крым, в которое вошли, кроме крымских депутатов, например, Мустафы Джемилева и Рифата Чубарова, депутаты с материковой части Украины. Алексей Гончаренко возглавил это межфракционное объединение Крым. Мы поговорим о том, чем оно запомнилось или чем оно не запомнилось нам после того, как послушаем, что говорил Алексей Гончаренко сразу после создания этого межфракционного объединения в комментарии Крым Реалиям в декабре 2014 года. Мы понимаем, что очень важно, чтобы Крым звучал на всех уровнях в Украине. И одним из таких ключевых площадок является парламент страны, в которой есть депутатские объединения там, за Черкащину, за Черниговщину, там, за Харьковщину. И очень нужно, чтобы там было депутатское объединение Крым. Поэтому мы его создали. Мы — это группа депутатов из разных фракций. В наше объединение входят народные депутаты, например, Мустафа Джемилев, Юлий Мамчур, Георгий Лагвинский, Мустафа Наем и ряд других депутатов, мажоритарщики от Херсонской области, то есть граничащие с Крымом. Те люди, кого волнует эта проблематика. И целями нашими является первое — поднимать и решать вопросы Крыма и крымчан на уровне парламента Украины. Второе — это обеспечивать
постоянное вот присутствие этой тематики как одной из главных для Украины, то есть восстановление нашей территориальной целостности, возвращение украинской территории, а мы убеждены, что это украинская территория, в наше государство и под контроль украинских властей. Вот основные задачи, которые мы перед собой поставили. Реализовывать мы их хотим, безусловно, через какие есть механизмы у парламентариев. Это законодательная деятельность, и это контрольная функция и такое контрольная работа над исполнительными органами власти, в частности, Кабинетом министров. Но вот такими были планы при создании межфракционной группы «Крым». А в итоге что получилось? Была ли она как-то заметна, либо мы все-таки больше замечали отдельных народных депутатов из Крыма, нежели работу какой-то межфракционной я группы? думаю, что большее значение имело то, что говорили конкретные депутаты в медиапространстве, чем то, что было на законодательном уровне. На законодательном уровне вопрос Крыма учитывался в подзаконных актах, то есть отдельных каких-то законопроектов не было по Крыму, и я же говорю, тут проблема вообще не в законопроекте. Сейчас какая ситуация? Сейчас будет монобольшинство, да, у «Слуги народа» в Верховной Раде, и вопрос только в том, является ли эта тематикой, скажем так, одной из приоритетных или вообще стоит у них на повестке дня этот вопрос, потому что если мы посмотрим на программу «Слуги народу», да, с которой они шли на выборы, на программу президента Владимира Зеленского, то у них не упоминается отдельно вопрос Крыма, у них общие формулировки об там, оккупированных территориях, что будет принято соответствующее законодательство. То есть очень такие размытые фразы. Вот. Поэтому мы не знаем позицию Владимира Зеленского, потому что он не был до этого политиком, да, он только формирует свои позиции по многим вопросам, в том числе и по вопросу Крыма. То есть мы не знаем его отношения к, например, там, не знаю, к блокаде, например, водной, там, транспортной, экономической. То есть вопрос по поводу санкций против России из-за Крыма, то есть и так далее. Опять же, вопрос к его отношению к тому принятому закону по по свободной экономической зоне и так далее. То есть мы этого не знаем. Более того, было бы неплохо, если бы мы увидели в личной хотя бы пространстве и узнали бы о каком-то советнике, каком-то консультанте по крымскому вопросу у президента Зеленского, потому что сегодняшний день его не видно. То есть это один момент, потому что не видно, в том числе, например, и работы каких-то военных советников, да, потому что если бы были военные классные, качественные, компетентные советники, то они бы его остановили, да, от ошибочного решения, например, не проводить военный парад, да, потому что это привело потом к тому, что десятки тысяч людей все равно самоорганизовались, и вышли волонтеры, военные, ветераны, вот, и это была такая желтая карточка Зеленскому. Или, например, если был бы у него классный, качественный советник по военным вопросам, он бы остановил его от звонка Путину, да, после того, как стало известно о гибели нескольких военных на Востоке, то есть не видно, в том числе вот не только по военным, но и по Крыму какого-то советника. Я знаю, что недавно была встреча как раз Зеленского с представителями крымско-татарского народа, и подняли вопрос о том, чтобы оставить должность при президенте, да, соответствующую кураторам, условно говоря, который бы курировал это направление, да, целого отдела. Вот. Но, я так понимаю, сейчас пока что Зеленский еще не принял решение, но было бы логично, если бы он оставил все-таки эту институцию в составе и офиса президента. И тут, конечно, имеет значение то, в лице кто конкретно будет заниматься этим направлением, тем более, что говорю, что многие представители крымского татарского народа, да, точнее, некоторые не попали в парламент, очевидно, для них это хорошая возможность дать им проявить себя. С нами на связи Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Говорим мы сегодня о том, как начинает работу Верховная Рада нового созыва, о том, какие планы у крымских депутатов, которые прошли в этот состав. Но давайте попробуем резюмировать, каковы итоги работы крымских депутатов в составе парламента 8-го созыва, что удалось сделать за прошедшие 5 лет, а чего сделать не удалось, по вашему мнению? Ну, все, в общем-то, как всегда, не так, скажем, однозначно, не так просто не удалось. Начнем с не удалось. Достаточно много. Ну, например, так и не отменен или там не трансформирован закон про свободную экономическую зону Крым. Про это достаточно много говорили, но тем не менее вот и ныне там. Не удалось, если мы говорим в том числе и
про крымских татар и вообще про вопросы конституционной реформы не удалось рассмотреть в парламенте необходимые изменения про статус автономии, да, то есть как крымская автономии в составе Украины. Не удалось достаточно много, но тем не менее им, по моей точке зрения, в общем-то, удалось отставить тему Крыма в парламенте, может быть, далеко не так явно и громко, как бы этого хотелось, но удалось удержать политическое внимание к теме Крыма не только в Украине, но в том числе и на международных площадках. Я имею в виду и работу, в том числе депутатов. Там были не только крымские депутаты, безусловно, но тем не менее и в Совете Европы, и в ОБСЕ, и работа на международных площадках с ЕС, то есть те резолюции, которые были приняты как бы против проведения Российской Федерации политики как бы признания оккупации и незаконной аннексии. Насколько велика вероятность, мы видим, что новый парламент, политическая расстановка политических сил в нем совершенно иная на этом этапе. Насколько мы можем предполагать, что вот эти вопросы, например, о свободной экономической зоне Крыма, их решение получит какое-то новое развитие, новый толчок? Пока, по крайней мере, каких-то более-менее членораздельных заявлений на эту тему я не видела со стороны крымских или не крымских депутатов. То есть, насколько я понимаю, все-таки в какой-то очень дальней повестке дня эти вопросы могут присутствовать. Но всегда с новым составом парламента может открываться какое-то новое окно возможностей. Посмотрим, откроется ли оно в этот раз. Но, честно говоря, каких-то очень явных таких вещей для оптимизма я пока не вижу. То есть посмотрим, что будет с Конституцией. Те наработки, которые были, вчера были озвучены фразы про более чем 400 конституционных изменений. Интересно, есть ли там тема Крыма, например, или там все эти законы наработаны в налоговой сфере, а есть ли там тема свободной экономической зоны. И плюс еще вопросы крымчан, они, по большому счету, в какой-то степени они интегрированы с другими вопросами. Например, голосование внутренне перемещенных лиц, среди которых есть и крымчане. То есть будут ли эти задачи решены следующим парламентом или не будут. То есть пока, скажем, мы просто будем наблюдать, ждать и смотреть вообще, насколько готов будет новый парламент к какому-либо сотрудничеству по крымским темам и со стороны крымских активистов, крымско-татарских активистов, то есть насколько будет эффективна эта коммуникация. В прошлом парламенте она не была достаточно эффективной. Например, созданная междепутатская группа Крым, она фактически, проработала, может быть, несколько часов, то есть из того, что было как-то публично видно. То есть они делали, скорее занимались какими-то вопросами, связанными с пиаром, чем реальными вещами, связанными с законопроектами или адвокатированием каких-то важных вещей. Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи была Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Мы продолжаем эфир. Напомню, что в нашей студии гость Алексей Минаков, политолог. Итак, Алексей, давайте поговорим вот о чем. Если вспомнить избирательную кампанию, которая была на этих внеочередных выборах в украинский парламент, активисты, которые занимались изучением предвыборных программ партий, обратили внимание на то, что вопрос Крыма раскрыт далеко не во всех программах политических. Была даже кампания, которую проводил Крымско-татарский ресурсный центр, если не ошибаюсь, называлась она «Кандидат, скажи, чей Крым?». Отсылались запросы в партии с просьбами разъяснить то, что было непонятно или чего не было в официальных предвыборных программах. Стоит ли нам сейчас ожидать такого же выпадения Крыма из повестки, как это случилось с политическими программами многих партий?
Ну, смотрите, на самом деле я бы брал даже более широкий вопрос. Вопрос вообще войны с Россией поднимался действительно, наверное, если мы поднимем даже там президентские выборы, наверное, меньше, чем у 10 кандидатов. Вот тут, поэтому тут Крым, Донбасс, тут я бы брал бы вообще в связке. Другой вопрос, что недостаточно просто даже об этом упоминать в программах и держать его на повестке, хотя это хотя бы базовое необходимое условие, да. Но мы помним, например, как перед выборами президент Порошенко также поднял тему, опять же, крымско-татарской автономии, вот, призвал там голосовать в Верховной Раде, ну, а чем оно не закончилось? Ничем не закончилось. То есть иногда используют политики в целях спекуляций для того, чтобы аккумулировать, мобилизировать электорат на выборы, вот, поэтому тут более важны конкретные какие-то шаги, вот, но, повторюсь, у Зеленского пока что с этим тут такой туман, то есть нет каких-то конкретных людей в его окружении, которые бы занимались крымским вопросом. Возможно, это изменится. Вот. И в том числе, я же говорю, мы не знаем его позиции, опять же, по крымско-татарской автономии, которая является, очевидно, одним из ключевых сейчас вопросов, по крайней мере, до реального возвращения Крыма России. То, что можно уже делать конкретно и принимать, и голосовать в действующей Верховной Раде. Вот. По поводу Зеленского и крымско-татарской автономии, я скажу, что 9 августа была встреча Зеленского и представителей крымско-татарского народа, а также представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем. И Зеленский сказал, что разберется с этим вопросом. Антон Кориневич следом в эфире АТР сказал, что этот вопрос должен быть вынесен на широкое обсуждение. Да, ну мы знаем, что команда Зеленского, они любители народовластия, референдумов. То есть, скорее всего, какие будут изменения приняты в ближайшее время по Конституции, скорее всего, будут как раз приняты и законы по референдуму, и будут соответствующие внесены изменения в Конституцию, и будут, скорее всего, очевидно, в эти 5 лет, в ближайшие, скорее всего, какие-то действительно проведены референдумы, то есть были инициативы у главы офиса Богдана референдум по Донбассу провести. Вот, я думаю, возможно, захотят провести и референдум по крымскому вопросу, вот, заодно. Возможно, будет несколько вопросов будет на референдуме, но, то есть это то, о чем они постоянно говорят, повторяют, эти тезисы о том, что нужно как можно там быть ближе к народу, поспрашивать его мнение, хотя, опять же, тут все спорно, потому что мы посмотрим примеры других стран, например, там Германии, то там с 1933 года не проводят уже референдумы общенациональные. Как раз после последнего референдума Гитлер пришел к власти, узурпировал власть, и они как бы обожглись этим и больше не проводят. То есть, если любят часто ссылаться на опыт Швейцарии, да, где проводится референдум, опять же, там другая история, потому что там, у нас страна с высоким уровнем развития, совершенно другими гражданами, вот, которые, скажем так, принимают ответственные решения. Вот, у нас поэтому опасны эти игры с референдумом, тем более, что мы видим, что там у Зеленского, да, есть большое такое желание постоянно идти именно на поводу у того, что думает большинство, да, а большинство не всегда верно мыслит, не всегда имеет верные представления о тех или иных событиях, вот, поэтому такой определенная охлократия, да, говоря политологическим языком, то есть когда такая диктатура масс. Вот. И вот это может, конечно, закончиться печально. Хотя, опять же, по крымскому вопросу, конкретно если мы посмотрим на социологию, то большинство украинцев, там больше 50% как раз поддерживают образование такой национально-территориальной автономии. Вот буквально там около 20 только категорически против. То есть большинство поддерживает, и причем большинство это центр и запад. То есть на Востоке меньше поддерживают эту идею. Давайте в целом еще поговорим о работоспособности нового созыва парламента. Многие аналитики говорят о том, что вот большинство, которое сформировано сейчас в Верховной Раде, выглядит монолитным, на самом деле оно таковым не является. Многие прошли по мажоритарным округам и взяли вот этот флаг партии «Слуга народа», да, как верный, наверное, способ победить. Мы знаем, что большинство мажоритарных округов тоже эта партия взяла. И я лично общался в Южноукраинске, например, на утро после выборов с людьми, которые говорили о том, что да, мы проголосовали за мажоритарщика от «Слуги народа», но мы не знаем, как его зовут, не помним. Вот такая была история. Удастся ли сохранить вот это большинство? Да, пожалуйста. Я думаю, не удастся, честно вам скажу, потому что, например,
когда побеждала партия Народный фронт, да, мы четко понимали, что партия там Арсения Яценюка, национально-патриотического характера. Когда побеждала партия региона, мы понимали, что партия Януковича, там, пророссийского направленности, там, направлена на сближение с Россией. Когда победила «Слуга народа», мы вообще ничего не знаем. Ну, вот такая вот реальность. Мы ничего не понимаем, потому что есть там представители и пророссийские, и проукраинские. Она не то, что не монолитная, там абсолютно представители разного спектра. То есть их объединяет не идеология, то есть не направленность какая-то, а вот желание прийти под вывеской, да, под брендом к власти. Они сейчас добились своей цели. Поэтому это первый момент. Второй момент, то, что действительно есть в самой партии несколько групп влияния, и это было вскрыто еще во время президентской кампании, там, журналистами Big News Info, да, где была вскрыта переписка. И есть группа там Коломойского, условно говоря, есть группа там квартальцев 95-го квартала, есть там вообще случайные проходимцы. То есть несколько групп влияния, и, безусловно, они все будут конфликтовать между собой, потому что они борются между собой за доступ к телу Владимира Зеленского. Они имеют влияние на группу нескольких депутатов, поэтому вопрос только времени, да, когда 254 превратятся, условно говоря, там, в 200, да. Это не потому, что я так хочу или не хочу этого, потому что это, ну, это реальность, потому что вот так образована эта политическая сила, это даже политическая партия назвать тяжело, да, это политический проект под выборы, виртуальная партия, которая создавалась буквально на коленке, и, да, вот как раз показателем является то, что там действительно много в списке людей, которые не имеют, условно говоря, официальной даже биографии. То есть некоторых там нет в интернете. Все это говорит о том, что много случайных людей, а это значит, что есть коррупционные риски, потому что зарплата депутата 300 тысяч гривен. Вот. Поэтому, учитывая все эти проблемы и все факторы, скорее всего, они действительно будут вынуждены все равно идти на переговоры с другими партиями через время для того, чтобы иметь позитивные голосования по законопроекту. Но пока что и сегодня, понятное дело, что на начальных периодах они будут голосовать дисциплинированно, потому что они должны сказать спасибо Владимиру Зеленскому, который подарил им путевку в Верховную Раду. Ну, кластеризация, да, такая нас может ожидать впереди, вот этой монолитной политической силы. Как отреагирует публика на то, что начнется после первого дня работы Верховной Рады Украины? Мы, наверное, все были удивлены теми рейтингами, которые имела эта политическая сила, сейчас основная. Как дальше будет развиваться событие? Будет ли уровень поддержки таким же? Ну, пока что тенденция такая, что Зеленскому удается удерживать рейтинг с помощью своих, то, что он, да, отчитывает всех чиновникам, людям это очень нравится, хотя это не его сфера полномочий, нужно заниматься там внешней политикой, дипломатией и обороной и безопасностью. Вот две сферы его компетенции нет, он там мэров отчитывает, различного рода представителей исполнительной власти, не по своей вертикали. Вот, но людям это нравится, за счет этого удерживается рейтинг. Очевидно, будут в ближайшее время делаться посадки, это какие-то задержания топ-чиновников, топ-коррупционеров, это тоже очевидно понравится. Это то, почему соскучились люди за последние 5 лет, потому что действительно ни одного топ-коррупционера не посадили за 5 лет. Это то, за счет чего за пиар, скажем так, шаги, которые будут помогать держаться на плаву и «Слуге народа», и Зеленскому, можем понимать, «Слуга народа» напрямую зависит от рейтинга Владимира Зеленского. Кроме того, очевидно, мы должны понимать, что тут нельзя говорить, что это будет однозначно плохой или там однозначно хороший режим, да, то есть очевидно, что будут приниматься какие-то позитивные законопроекты, реформы, учитывая приблизительный тот состав правительства, который будет сегодня, очевидно, утвержден. Вот, поэтому, учитывая вот и пиар-шаги, и какие-то определенные позитивные сдвиги в голосовании, тем более, что никто не мешает, они могут самостоятельно принимать любые законопроекты, штамповать их. Вот, поэтому, скорее всего, в ближайшие полгода точно рейтингом будет все в порядке у Владимира Зеленского, а вот когда начнется уже проблемы внутри фракции, начнутся ссоры, начнутся... Вот это приведет к тому, что, очевидно, да, вот консолидированность вот эта исчезнет, и начнутся публичные ссоры. Я думаю, что в следующем году уже, скорее всего, рейтинг упадет. И он упадет еще и потому, что у населения завышенные ожидания. То есть население ожидает, что закончится война, а война не может закончиться априори, потому что Владимир Путин и Кремль заинтересованы в продолжении войны и наличии болевой точки в виде Донбасса, Крыма на территории Украины, и это мешает Украине интегрироваться в ЕС, НАТО. Вот. Кроме того, по экономике, опять же, бюджет на следующий год будет приниматься только в этом году, то есть каких-то
существенных там соцвыплат, да, или повышения зарплат не стоит ожидать там как минимум до конца этого года. Вот, то есть для того, чтобы были, скажем так, источники для повышения качества и уровня жизни населения, это нужно как раз открывать рынок земли, проводить земельную реформу. Не совсем понятно, будет ли это делаться, хотя это требование, к слову, МВФ. Также нужно, собственно, проводить реформы все, которые не проводятся за один день и не за один месяц, то есть долгие процессы, не на один год. Вот. Поэтому я думаю, что вот учитывая вот эти все факторы, к следующему году, безусловно, рейтинг и Зеленского, и партии «Слуги народа» упадет. Тут о каких-то конкретных цифрах тяжело говорить. Ну что ж, будем следить за этим процессом. Я напомню, что гостем нашей студии был Алексей Минаков, политолог. Мы говорили о Верховной Раде нового созыва, о том, сколько крымских депутатов теперь в нем присутствует, чем они собираются заняться. Я также должен отметить, что мы приглашали принять участие в нашем эфире и Рустема Умерова, и Лизу Богуцкую, вот от партии «Слуга народа», о которой мы сегодня говорили достаточно много, и Нестору Шуфричу мы передавали приглашение принять участие в эфире. Ну, понятно, что сегодня у них важный день, первый рабочий день, который совпадает с такой важной для Украины датой, да, учрежден День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость. Сегодня проходят мероприятия, приуроченные к этому дню, тоже об этом помним. Ну и я хочу сказать, что все представители политических сил, упомянутых, мы открыты для их комментариев. Я также напомню, что открыты мы для комментариев и звонков наших слушателей. Если вы находитесь в Крыму, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по номеру 044 490 31 18. Также комментируйте наши эфиры в социальных сетях. Мы все внимательно читаем. Продолжим через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Это был очень интересный эфир. Понятно, что нас ждет очень много... Кто ж похвалит, как не ты, Стас? Да, очень много сюрпризов нас ждет от нынешней Верховной Рады, но и вправду очень хочется, чтобы со всеми этими сюрпризами все же не забыли про нас, про крымчан, не забыли про Крым, про временно оккупированные территории, потому что пока есть более важные проблемы, люди уже 5 лет продолжают на самом деле страдать. Но всем, кому интересна тема Верховной Рады, вы можете переключиться на стрим «Радио Свобода». Прямо сейчас наживо, вон они с Михайловской площади показывают, как депутаты от партии «Слуга народу» пришли как раз пообщаться с матерями погибших бойцов. Вот. Но мы продолжим говорить про что, конечно же, про Крым. Придем мы к одной такой очень интересной теме. В Крыму прошел музыкальный фестиваль «Рэп Коктебель». И это сейчас была не шутка, это вполне серьезная новость. Дело в том, что где-то полгода назад у так называемого телеведущего Дмитрия Киселева брал эфир не менее российский популярный блогер, интервьюер Дудь, вот, которого я очень долго не хотел встретить, все говорили, что на него похож, но я все же посмотрел первое интервью с Киселевым, и там же он говорит, что собирается на нудистском пляже в Коктебеле проводить рэп-фестиваль. На нудистском пляже одетые люди должны читать рэп. Как же духовность, скрепы, вот это все мироточащий Николай и вот так как фестиваль прошел, мы сейчас с тобой все же обсудим и поймем, что же там было. Вот, все дело в том, что этим летом в Коктебеле прошли сразу 2 фестиваля. 23 по 25 Коктебель джаз-пати. Это тусовка, на самом деле, Дмитрия Киселева, которую он называет ушедший из Крыма фестиваль «Джаз Коктебель», который уже 6-й год будет проводиться вне Крыма. Мы на радио Крым Реалии много говорили о том, как он будет проходиться в Киеве. Уже на следующих выходных 6 по 8 августа на Турхановом острове приходите на самый настоящий «Джаз Коктебель». Да, там история такая, что Дмитрий Киселев действительно стоял как-то у истоков этого фестиваля, и когда случилась оккупация Крыма, и оргкомитет принял решение проводить фестиваль на материковой части Украины, на свободной части Украины, Дмитрий Киселев решил устроить свою альтернативную вечеринку с хедлайнером
Путиным, как мы это видели в 2016 или 2017 году, туда он приезжал, Зато бесплатный. но при этом присвоив себе историю фестиваля «Коктебель Джаз Фестивал». Ну, Такая это вполне история российская случилась. история, как они пытаются отжать историю Керчи, назвать Керчь, благодаря Керчи сделать Россию более древней, ведь они пытаются еще 200 Древнейшим лет. городом России называют Да. Керчь, но Россия тогда еще не существовала. Вернемся к рэпу. То есть 23 по 25 августа был Коктебель Джаз Пати, с 8 по 8 августа рэп Коктебель. Организаторы позиционируют мероприятие как первый на полуострове фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Давайте послушаем небольшой фрагмент из концерта, опубликованный РИА Новости Крым. Через небо к звездам пусть повезет. Музыка ближе, чем воздух, больше, чем просто what, yeah, Коктебель от души, yeah. Воу-воу-воу. Это Крым, yeah. Это рэпчик. Это рэпчик, чувак. Да. По словам подконтрольного России заместителя министра образования, науки, молодежи и спорта Крыма Константина Аликина, фестиваль Коктебель Джаз Пати и рэп Коктебель открывает для музыкантов и их поклонников дверь в Крым. Цитата. «Коктебель Джаз и рэп Коктебель — это не окно в Европу, а дверь в Крым. Эти мероприятия с международным статусом привлекают в том числе зрителей, поклонников. И они прилетают в Крым, несмотря на сложности логистики, летят через Москву или Санкт-Петербург». Но вот не все стремятся в эту дверь от Дмитрия Киселева войти. Первыми от участия в фестивале отказались такие рэп-артисты, как Фейс, Оксимирон и Федук. По словам арт-директора рэп-коктебель фестиваля Павла Кравца, многие артисты категорически отказываются приезжать в Крым из-за его статуса. Куча своих мыслей, но они, как мне, как музыкант, говорят, мы просто не ездим в Крым. Физически эти артисты, и я могу много имен перечислить, которые просто отказываются ехать в Крым. Вот что сказали артисты, которые отказались приехать на рэп-фестиваль Дмитрия Киселева. Цитирую Птаха. «Участвовать не планирую. Когда только он заявил про фестиваль, я сразу сказал концертному директору, мне по этому поводу не звони, я не поеду. Я люблю мою страну, но Киселев — это чистая пропаганда, чисто политическая история. Он иногда несет такую пропаганду». Или вот Рома Жиган сказал «нет» и не особо хочется. Я считаю, что Киселев не тот, кто должен организовывать фестивали. Он к рэпу никакого отношения не имеет. Они либо стебутся над жанром, либо используют его в своих гнусных целях. Как по мне, это все баловство и даже глупо где-то выглядит. А вот коротко от Легалайза. Я не выступаю в Крыму, и связанных с Киселевым мероприятиями тоже. А теперь коротко от Дмитрия Киселева. Он назвал рэперов, которые отказываются от участия в его рэп-фестивале в Крыму, гнильем. Мы встречаем сопротивление со стороны рэперов, которые очень неоднородные, и говорят, как же так, Крым, да нас там, мы, значит, туда не поедем, кто-то не поедет, потому что у нас не будет гастролей там в Европе, на Украине, да и вообще там по поводу Крыма, значит, существуют разные мнения. Но мне кажется, это такое гнилье вообще, вот это все. Очень политкорректно, знаешь, прям вот самый настоящий непредвзятый телевизионный ведущий образца Российской Федерации. Я хочу сказать, что все-таки вот Дмитрий Киселев жалуется на то, что Госдеп не пускает к нему артистов и на джаз Коктебель, и на его рэп-фестиваль, но вчера, насколько я понимаю, выступили Оникс в Коктебеле, это легенды. Выступил еще Азизи Гибсон. И рэпер Микки день. Авалон. Вот. По словам Авалона, рэп Коктебель проходит на высшем уровне и помогает познакомиться с российской рэп-культурой и ее представителями. Цитирую. «Все было бы просто отлично. Иногда бывает так, что в первый раз проведения какого-либо мероприятия что-то идет не так. Но здесь все было круто организовано в первый день. Прошлой ночью я познакомился и с многими российскими рэп-исполнителями. Вчера слушал выступление Мота. Это было просто замечательно». Да, основатель крымского объединения «Культпросвет» Дмитрий Заремблюк заявляет о том, что фестиваль важен для туристического потенциала Крыма и Коктебеля. Жизненная необходимость, потому что дополнительный повод туристам заглянуть именно к нам, не уехать куда-то за границу, посмотреть наши родные просторы. Крым летом потрясающий, как, собственно, и в любое другое время года, просто летом это прям, действительно необходимо для того, чтобы сюда ехало больше туристов. И прежде чем мы послушаем российского телеведущего Дмитрия Киселева, как он читал рэп в эфире программы «Мастер смеха», я вам скажу вот что. Именно насчет туристического потенциала этих фестивалей для Крыма я общался в прямом эфире с Александром Лиевым, бывшим министром курортов и туризма Крыма, который как раз-таки занимался проведением очень многих фестивалей в Крыму и сам организовывал когда-то один из фестивалей. Событийный туризм на самом деле приносил Крыму очень много, и очень много он приносил небольшим поселкам. Тот же Коктебель очень хорошо развился. Мы уже не будем вспоминать на самом деле, как изменился
присоединилась Поповка благодаря Казантипу. К сожалению, все фестивали, которые проводятся в Крыму, они не являются коммерческими проектами. Это или же фестивали, которые идут за государственные деньги, или финансируются российскими телеканалами, которые все это показывают. И на самом деле организаторы не думают о том, как можно больше получить денег из этого фестиваля, и чтобы денег принести этому региону. Поэтому эти фестивали не дают хорошего потока событийному туризму. Ну, там другая история на самом деле, потому что все эти фестивали, если мы вспомним то, что проводит Хирург на горе Госфорта, это байк-шоу. Давайте вспоминать это в суе. Да, извините, что напоминаем вам об этом, но мы видим, что туда тратится очень много денег из бюджета российского, что хедлайнером на этом фестивале тоже становится Путин, и что главная идея — это скрепность, это борьба с империализмом и Европой, и там такого намешано на самом деле. Мы видели фестиваль Таврида Арт, который очень широко был распиарен этим летом в российских средствах массовой информации, но там получилась та же гремучая смесь, как на нашествии, когда играет рок-сцена, играют рок-музыканты, а в это время какие-то военные проводят выставки, авиашоу какое-то происходит с участием военных истребителей, и это все на фоне больших букв «Мы за мир». И мало того этого, искусство. еще и российского блогера там задержали с хорошим подразделением ОМОН, и он сейчас сидит в СИЗО и ждет суда, да, поэтому это очень интересно. Но, простите нас, дорогие радиослушатели, мы все же хотим совершить над вами нечто ужасное. Давайте слушать. Российский телеведущий Дмитрий Киселев читает рэп в эфире программы «Мастер смеха». Звук, как это было. Киселев в эфире. Зачитаю о себе и о том, что происходит в мире. Мне 64, бро, я встаю в 5 утра. На телеке Россия, за окном Москва-река. Надеваю белые кроссы, любимые худи, прыгаю в тачку, и вот я уже на студии. Инфа без купюр, без лишней лести. Это просто Киселев, это просто вести. Сидишь на кухне, ругаешь Америку. Попробуй сделать это по телеку. Это чисто российская музыка. Это просто русский дух. Здесь русско пахнет под американский бит. Сам себе хедлайнер, можно сказать. Я не знаю, вот давайте мы после этого всего дадим вам несколько новостей, вот, хороших новостей, которые мы подготовили для вас. Вот, мы расскажем, например, о том, что в Алуште раскрыли группу, причастную к производству контрафактного алкоголя под марками известных брендов. По крайней мере, так сообщает пресс-служба российского ФСБ в Крыму. В подпольном цеху, в складских помещениях и точках сбыта было обнаружено и изъято около 3 тонн спирта и готовы к реализации под видом известных российских брендов алкогольной продукции. Также тара, оборудование и ингредиенты для ее производства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства, о деле сбыта и производстве товаров, продукции без маркировки, нанесения информации, предусмотренным законодательством в России в особо крупном размере. Я отмечу, что после аннексии Крыма России винные марки очень сильно пострадали, потому что изменяются правила. Алкоголь, в принципе, очень подорожал, и в одно время самым популярным алкогольным напитком в Крыму был лосьон боярышника. Поэтому тема контрафактного производства алкоголя за последние 5 лет в Крыму не утихает, а только развивается. Ну, статистики на самом деле по популярности боярышника нет, но из собственных впечатлений могу сказать, да, что земля вокруг ларьков была усеяна этими тюбиками из-под данного напитка. Я не готов читать следующую новость, я ее оставлю тебе, Сережа. Да, новость удивительная. Над Крымом пролетел НЛО и знак вопроса. Значит, жители города Керчь поделились в социальных сетях странным событием, свидетелями которого им пришлось стать 23 августа. Над городом летали яркие огни, происхождение которых определить не удалось. Об этом сообщает местный сайт. А очевидцы смогли запечатлеть происходящее на видео. Ролик уже опубликован в сети. Пользователи активно обсуждают случившееся, пытаясь понять происхождение ярких огней. Ну, я могу сказать, что причины часто бывают очень банальные. Например, оптику надо протереть, или там какие-то фонарики китайские летают. Но, в принципе, вера в НЛО, она периодически среди крымчан встречается. Я вот хочу сказать кирчанам, что вам не стоит беспокоиться о своих жизнях из-за инопланетян. Я бы на вашем месте беспокоился о своих жизнях из-за российских военных дронов и авиации, которая вполне может и часто летать на территории Крыма. Вот в них как-то верится больше, чем в инопланетян. Но вот сравнительно недавно, год где-то назад, Сергей Шувайников, такой крымский парламентарий, если кто-то его знает и помнит, он публиковал снимки над административной линией Крыма и материковой части Украины. Там были какие-то блики просто на оптике. Он говорил на полном серьезе, что это НЛО. Да, ну вот разные люди верят в НЛО, ну посмотрим. Есть очень интересная еще новость под конец. Южнокорейские музыканты выступят в Крыму. 28 по 31 августа в Симферополе пройдет мероприятие «Фестиваль
фестиваль исполнительной музыки «Диалог Классика». Об этом на пресс-конференции сообщил художественный руководитель, главный дирижер камерного оркестра Крымской филармонии Денис Карлов. По крайней мере, так сообщает Крымское информационное агентство. И вот я его процитирую, впервые в Крым приехали представители из Южной Кореи в составе виртуозов, певцов, инструменталистов. В программе будут шедевры классической музыки и произведения корейских композиторов. Музыкальный руководитель международного фестиваля исполнительной классической музыки «Диалог Классива» Пак Тэ-Хван поблагодарил за приглашение в Крым и выразил надежду, что в следующем году также будут организованы совместные мероприятия Крымской филармонии и корейских музыкантов. Цитата. «Политический вопрос Крыма нас не касается, ведь мы занимаемся культурой». Это вот такое мнение он высказал, хоть на самом деле, как мы уже не раз обсуждали в эфирах радио Крым Реалии, если мы говорим про Крым, то говорить про музыку без политики не получится, потому что каждый музыкант, который незаконно пересекает территорию Крыма, оказывается в санкционных списках с стороны Украины, уже не может приехать сюда на концерты. Также не факт, что сможет выступать где-то в Европе. Слушай, но ведь есть такие, которые на двух стульях умудряются усидеть. Биллис Бенд выступил вот в мае в Киеве, а в августе Киселёв поехал. Но выступит он еще раз в Киеве. Это вот другой вопрос, на который на самом деле открытый. Вот. И мы будем на самом деле очень внимательно следить за этой темой, как и за другими. Ведь это прекрасное утреннее шоу «Радио Крым Реалии». Мы вернемся к вам вечером. Ну, не мы, там будут другие ведущие. Стас Юрченко и Сергей Макрушин провели этот эфир. До встречи.